кумадир, дай-ка мне такой план вспомнение, такой план вспомнение, точь-мочь, кумадир, вспомнение, вишке кумадир. Здравствуйте, дорогие друзья! Шум брата да кельгама ялгат. На сегодняшнем занятии мы со сказочным героем Койгорышем познакомим вас с интересной и важной темой. Друзья, послушаем мое стихотворение и угадаем, о чем мы сегодня будем вести речь. Для чего нужны нам сказки? Что в них ищет человек? Может быть, добро и ласку? Может быть, вчерашний снег? В сказке радость побеждает. Сказка учит нас любить. В сказке звери оживают, начинают говорить. В сказке все бывает честно, и начало, и конец. Как вы уже поняли, на сегодняшнем уроке мы погрузимся в чудесный мир мордовских сказок, в которых волшебные герои, как правило, обладают сверхъестественными способностями, учат любить и творить добрые дела. Друзья, тема нашего сегодняшнего занятия – Мокши Эрзень Йовксне, мордовские сказки. Только в сказке добрый герой получит по заслугам, а злодей будет наказан. Сказка по-макшански «Йовкц». Друзья, русские и мордовские сказки во многом похожи. Они учат нас добру и заботе, а также помогают сделать правильный выбор в сложной жизненной ситуации. Мы хорошо знакомы с героями русских народных сказок – Иваном Дураком, сестрицей Аленушкой и братцем Иванушкой, Красной Шапочкой и Колобком. Однако совсем не знаем мордовских сказочных персонажей. Сказочный герой по-макшански – Йовксен персонаж. Ребята, часто встречаемым сказочным персонажем является медведь, по-макшански «Офта». Как в ряде мордовских сказок медведь женится на девушке, в результате их сожительства рождаются люди-богатыри. Известна также в детской среде сказка о зверях, упавших в яму. Самый хитрый и прозорливый среди них, конечно, является лиса, по-макшански «келась». Популярны в мордовском репертуаре сказки об убежавшей лепешке или колобке, к которому присоединяются в пути разные звери. Колобок будет также звучать на макшанском языке – колобок. Черты самобытности проявляются в сказках, связанных с местной исторической тематикой и дохристианскими мифологическими образами. Так, ребята, только в мордовской сказке бытуют интересные гномы Койгорыш и Трямка, покровители наживы и обогащения. Особый интерес вызывают волшебные сказки, главными героями которых становится богиня-покровительница воды, по-макшански Видява, и богиня-покровительница леса, по-макшански Верява. Их образ окутан волшебством, загадочен и неповторим. Ребята, все запомнили? Молодцы! А теперь попробуем связать новые слова со словами-признаками. Койгорыш, начинай! Повторяйте за мной, друзья. Мелень сала Йовкс – интересная сказка. Ежу келась – хитрая лиса. Кежи Офта – злой медведь. Ребята, в волшебных сказках ярко выражена социальная борьба за справедливость. Защита обездоленного превращается в эстетический идеал. Например, сказочный герой Дуболга-Печаль спасает бедную девушку от злой мачехи и сводной сестры. Каждому достается по заслугам. Каким же добродетелям учит нас сказка? Любая сказка учит маленьких читателей верить в настоящую дружбу, любить, быть смелым и смекалистым. Эти качества личности на макшанском языке будут звучать следующим образом. Ялгакши – дружба, кельгама – любовь, откарьши – смелость. Молодцы, ребята! А сейчас для закрепления изученного материала Койгорыш загадает нам загадки на макшанском языке, а мы с вами попробуем их отгадать. Ребята, приготовьтесь, начинаю. Семь биберин жувата да сон ежу, якай рыжай орса. Койгорыш загадал нам такого сказочного героя в рыжей шубке.
Иначе ее называют плутовкой. Конечно, это лиса, по-макшански келази. Молодцы, ребята! Послушайте другую мою загадку. Йомлане и еженя эрикутся, но в муве. Речь идет о хитром гноме, который живет в доме, но прячется от людей. Конечно же, речь идет о куйгараже. Правильно, ребята! Я, наконец, загадаю вам последнюю загадку. Эри эхса лейса кахне сон ялганза. Куйгараш загадал нам сказочного персонажа, который живет в воде. Его друзьями являются рыбы. Ребята, догадались, кто это? Конечно же, это богиня-покровительница воды, по-макшански Видява. Молодцы, ребята! Справились с непростым заданием. Итак, друзья, наш урок на этом завершен. Мы надеемся, что наш урок вам понравился, и вы с нетерпением будете ждать нашей следующей встречи. Няямызынг, кельгама ялгат. До встречи, дорогие друзья! Вася Димызынг, до свидания! Kuma dere bir sınza, toç moç kuma dere bir sınza, bişke kuma dere bir sınza.